День исторической памяти и чести тувинских добровольцев отмечается в Туве 1 сентября. Именно в этот день 1943 года состоялись торжественные проводы тувинских добровольцев на фронт. 78 лет назад первый тувинский добровольческий кавалерийский отряд позводно выстроился перед Домом правительства. Это нынешнее здание Верховного Хурала. Сегодня слова благодарности воинам-добровольцам выразил в Рио главы Тувы Владислав Хавалык. Это праздник, когда отдаем дань уважения сильным духом предкам, отвоевавшим для нас возможность жить, мирно работать, расти детей. К сожалению, не все добровольцы из Тувинской Народной Республики вернулись с полей сражений. Но те, кого пощадила судьба, в дальнейшем по-настоящему самоотверженно трудились в тылу, восстанавливая экономику и поднимая мощь нашей республики. Минутой молчания в честь этой исторической даты присутствующие почтили память всех героев, воевавших на войне, в том числе родные и близкие добровольцев. Исполняющая обязанности министра образования и науки Республики Тыва Салангы Тамчай отметила, что каждый школьник должен знать историю тувинских добровольцев, и поэтому ежегодно первые уроки в школах республики посвящаются этой исторической дате. Мы обязаны почитать своих предков, которые действительно подарили нам мирное небо, жизнь, возможность трудиться, растить детей. И уже который год подряд мы именно 1 сентября традиционно в школах проводим уроки памяти тувинским добровольцам. К сожалению, никто из них не остался среди нас сегодня в живых, но тем не менее их дела, их ратный подвиг должны остаться на многие поколения вперед. Хулерол Дамба Даржа – сын тувинского фронтовика. Отца он никогда не видел. Знал о нем только по рассказам родственников. Отца зовут Тежекей Салчак. Он участвовал в освобождении города Ровно и там получил глубокое ранение. После этого лежал в госпитале. В 1944 году он приехал в родную Туву к себе домой. Не долечился и из-за этого умер. Со слов старшего поколения, он был героем и храбро воевал. Из архива я читал, что у отца было звание старшины, и он получил медаль за заслуги перед вооруженными силами. Всего за годы войны в рядах Красной Армии служили до 8 тысяч жителей Тувы. К сожалению, время неумолимо. Уже нет с нами никого из тех бесстрашных кавалеристов, кого враги в мистическом ужасе прозвали «черной смертью». Но каждый год потомки клянутся свято чтить, хранить и передавать потомкам память об их бессмертном подвиге. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Мирана Иргит, Тува 24.